Спасибо. Вот в продолжении религии, Магомед Хаджи, вот хотелось бы у вас спросить. Да, Юнусбек Мамадгиревич делал акцент на то, что пора бы уже прекратить эти споры и недопонимания между религиозными деятелями. Но вот что мешает к этому прийти, как вам кажется? И настолько ли все серьезно, как может там казаться молодым людям, которые читают разные статьи в интернете, в том же, где есть какие-то комментарии по поводу там серьезных конфликтов между религиозными деятелями? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расули, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ала ва баракату. Да, действительно, в своем послании, он начал свое послание, можно сказать, наш глава республики Юнусбек Мамадгиревич. Действительно, это очень основополагающий вопрос. Единство, консолидация общества, единство общества. Если взять через призму ислама, он привел аят из Корана, Бисмиллахир-рахманир-рахим, ва атасиму бихаблиллахи джами'ан ва ла тафарраку. Держите за веру в Аллаха и не разделяйтесь. Это как фундамент для каждого мусульманина, что мы не имеем права разделяться из-за каких-то своих особенностей, из-за каких-то амбиций своих личных особенно. И пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, что я не предыдущий, ни один из пророков не говорил своим последователям более важнее, чем если взять после таухида, после единобожия, чем единство последователей, единство общества. Это очень важный вопрос. И сегодня это не секрет, конечно, это, к сожалению, наши, в том числе я, вот, наша вина, нашего духовенства, духовных лидеров, что мы так разобщены в данный момент. Но надо нам всем постараться оставить свои личные «я» и соответственно с нашим призывом Всевышнего в Коране и пророк, алейхиссалам, сделать все, чтобы мы объединились. Если у нас не будет единства, если у нас будет консолидация в обществе, то все остальные наши вот успехи экономики, там, в сфере образования, здравоохранения, все как бы на второй план они отойдут. Это очень важно, чтобы не было у нас анархии. И ислам призывает в Коране Всевышний говорит, что «Атию Аллаху, атию Расул, улл амри минкум». Это все время мы говорили об этом, что вы, значит, будьте покорны Всевышнему Аллаху, его пророку, саллаллаху алейхи вассалама, и правителю, который будет править в республике, государстве. Поэтому мы призывали, и сейчас тоже должны этому призывать, но какие-то сейчас, не знаю, какие ценности изменились у нас. Но всем мы должны одуматься, особенно от кого это зависит, что у нас сейчас мы еще расколоты, разобщены, особенно старшее наше поколение, я имею в виду вот мое поколение, и стариков, наших альм уже никто не остался, к сожалению. Мы должны сделать все, что от нас зависит, что мы действительно сконсолидировали наше общество, дали правильное понятие нашей молодежи, это наше будущее. Они очень много, у них очень много информации, здесь интернет сейчас все доступно, и по исламу, и другие информации. И они, смотря на нас, если мы не будем благонравными, если мы не будем подавать им очень правильный пример, то они действительно будут отворачиваться от нас, и будет для них это поводом уходить куда, не знаю, какие вот течениям, каким группам они будут присоединяться. Это очень большая ответственность лежит на нас сейчас. Я имею в виду на ученых, на наших алимов. Поэтому надо постараться. Еще раз призываю наших алимов, нашей республики, особенно, которые обличены какими-то должностями, какими-то своими положениями, чтобы мы вместе пришли к единому мнению, чтобы у нас действительно было общество единое, консолидированное. Действительно, сейчас республика развивается. Мы сколько лет, вот 8-9 лет, лишь ко мне обращались люди. Вот если людей у нас не бывали, мы голод, холод, все вытерпели, говорили мы. А сейчас действительно об этом уже никто не думает. Да, мы сейчас занимаемся культурой, образованием, здравоохранением, другими нашими поднятием, благосостоянием нашего народа, промышленность развиваем, жилье строим. Ну, все прекрасно, алхамдулилля. Еще куда нам, о чем думать, надо просто благодарить Аллаху за все это, что нам дано сейчас. И есть у нас глава республики, который мы должны уважать, независимо, кто он, какой, я имею в виду по фамилии, там, Евкуров там, или будет другой. Сегодня Евкуров, значит, мы должны уважать и стремиться объединиться вокруг него. Это говорить, здесь не надо стесняться, сделать все, чтобы наша республика и дальше, чтобы
продвигалось по нарастающей динамике, чтобы у нас было развито общество. И за все это нас потом наш народ будет благодарить. Мы знаем, что огромную работу проводит и МИНАЦ для